дорогие телезрители, и как всегда, среда, 12:30, в прямом эфире программа «Город женщин». И сегодня в «Городе женщин» вновь я, Дарья Анкехова, и мои любимые девочки. Мария Куницкая, эксперт моды и креатива, а также Анастасия Кондакова, преподаватель английского языка. Сегодня в наш эфир мы решили добавить немного красок. И в нашей студии сегодня очень интересные темы поднимем. Одна из них – это распознание состояния ребенка по его рисункам. Ну, а я сегодня буду говорить о красивых, ярких пятнах на одежде. А я проведу мастер-класс по английскому языку для малышей. Ну что, начинаем? Поехали? Поехали! Итак, дорогие телезрители, как я уже сказала вам в начале нашего эфира, о том, что сегодня мы поговорим с вами о том, как же распознать, о чем думает ребенок, что у него на душе, только взглянув на его рисунок. И сегодня в студию мы пригласили наших маленьких участниц, соведущих, можно даже сказать, да? Давайте знакомиться. Это у нас Серафима, Милена и Айта. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, девочки! Итак, ваша задача, самое главное сегодня, это нарисовать очень красивый рисунок. А рисунок будет на тему, вам нужно нарисовать несуществующее животное. Животное, которого нет в мире. То есть кошку, собачку нам не надо. Вы должны придумать свое животное. Оно может быть любого цвета, любого размера. У него могут быть разные части тела. В общем, ваша задача нарисовать несуществующего животного. Понятно? Даша, наверное, надо Придумали? еще отметить, что это должен быть, наверное, не человек все-таки, да? Это не человек, это животное. Хорошо? Подумайте, сколько у него может быть лапок, какого цвета, какие у него глаза, какая голова, какое туловище, маленькое оно, большое или какого оно цвета. Доброе или злое? Хорошо? Подумали? Подумайте хорошенечко. Закрыли глазки. Подумали, подумали. И все, приступайте, начинайте рисовать. Ну а что же у нас из этого выйдет, мы узнаем чуть позже. Ну и, конечно, переходим к любимой рубрике «Лайфхаки от Маши». Сегодня мы будем говорить о ярких пятнах на одежде. Но, к сожалению, это не те пятна, которыми надо хвастаться, которые надо показывать, а их обычно прячут. Это те пятна, которые мы ставим на нашей одежде. Сегодня у меня будет такой небольшой лайфхак, как с тех вещей, которые мы творим своими руками, изготавливаем, покупаем, выводить отвратительные пятна. Одно из таких пятен, часто встречающихся, пятна от лака. Машка, можно я подойду и посмотрю, можно. потому что это моя больная тема. Впереди столько корпоративов, новогодних праздников, и постоянно на моем платье нет-нет, да появляются пятна. Если у Насти, наверное, это тоже, если да? у тебя всегда? часто думала, что появляется, они я тебе вообще все-таки не советую тогда отводятся. купить спецзащитный костюм, если часто. То есть тебе бесполезно выводить. Нет, ну дай хоть научусь выводить хоть какие-то. Ну хорошо. Но самое интересное, что это пятна надо будет выводить с помощью лака для волос. Как все просто, да? Лак Ну, не выводится совсем лаком, просто. да? Да. То есть вот ты собираешь на корпоратив, так побрызгала себе, и тут же лак оставила. Вот Что у меня это за стоит пятно? пятно от лака. Вот лак для ногтей сегодня поставила. Причем рубашка не моя, мужская. Надо будет брату вернуть. Покажи пятно нам. Вот от лака пятно. От Значит, лака нам для понадобится ногтей. большой грузинский нож. Это, а если серьезно? Ну, просто нож. Сначала мы пытаемся с ножом максимально снять этот лак. Посмотрите, пожалуйста. Так, максимально снимаем. Сейчас я освобожу. Так. Снимаем лак. Лак. Сдираем. Максимально возможно нужно снять. Если, конечно, это не свежие, но уже застаревшие. Снимаем прямо. Потом берем щетку и пытаемся выскоблить щеткой максимально. А не нанесет ли это какой-то урон-то ткани самой? Ну, честно говоря, я не знаю. Да? Я рубашку сама первый раз использую. Аккуратно Вот, надо, уже в общем, смотрите, да? кстати говоря, уже практически, видишь, часть лака сошла. Ну вот, я не знаю, видно, нет. Так, теперь берем лак Для волос. для волос. И снова ножом. Так, какая-то вот значит. И вот так вот делаем. Нашими любимыми движениями. Да, действительно, пятно уходит. Вот, видишь, оно все меньше. Как и все меньше. просто.
просто Итак, потому дорогие телезрители, записываем. Лак для ногтей Так. с ткани убирается лаком для волос. Да, посмотри. Так, еще, посмотрите, пятно все бледнее и бледнее, хотя и лак на самом деле очень ядовитый. Так, ну, в общем, процедуру эту нужно повторить несколько раз. Мгм. Вот. А потом просто замыть водой. Вот у меня такой вопрос. Как быстро убрать тогда помаду с рубашки? Опять же, с этой же мужской рубашки. Бедная мужская рубашка. Многострадальная. Не, ну, на самом деле, все жиры, кстати, один из советов, вот практически вывелось. Ну, вот, посмотрите, видите, пятно исчезло. Лак действительно очень ядовитого цвета. Вот это. Вот, мы окунаем в воду и просто застирываем теперь. Отстирывая. Ну, все, сошло пятно. Вымывается лак вместе со Чудо. сладкими. Так, теперь ну, мы не будем ждать, пока рубашка высохнет. Но мы верим, мы Вот, верим. посмотрите, пятна нет. Марии Вот, Куницкой мы видите, верим, вот это место, где доверяем. было оно. Так, реально, девочки, я первый раз сегодня это пробовала. Я это первый раз это сегодня вывела. Отлично. Так, Еще ну, что? и еще пятно. У меня есть обожаемая мною белая футболка. Я жертвую. Это жертвенный Ну, ты же алтарь. выведешь А сейчас. это моя жертва. Да. Значит, мы сейчас будем ставить пятна от нашей любимой северной ягоды брусники. Ну, вот это Ой, вообще ну это актуально. вообще нет. Да. Морс, варенье. Да, вот берем ягодку. Можно я, пожалуйста? Я дрожащей рукой. Нет, я сама это Пожалуйста. сделаю. Мне прям хочется на твоей белой Подожди, футболке нет. оставить пятно. Я Можно? прямо даже... вот давайте, как будто бы я ела или... Вот я поставила кровяное. Нет, ну давай ты еще поешь хорошенько. Даша, Вот так. Даша, Вот так. я так не жру, извини за выражение, я ем. Вот так вот, все, отлично. Что ты сделала, если я не выведу? Что Так, мы нам делаем нужно дальше? будет парадоксально то, что все начинают выводить сразу холодной водой, берутся мыло или там категорически нет. Ты мне еще с той стороны поставила пятно. Эти пятна выводятся только крутым кипятком. Конечно, если вы в гостях, вы резко снимете с себя рубашку и побежите за крутым кипятком, надо быть очень аккуратной, но... Да, нам понадобится, вот я приготовила Так, чайник. я лучше отойду подальше, тут лучше уже отойди. кипяток, мало ли что. Брусника, я думаю, нам больше не понадобится. Ну, лучше взять какую-то чашечку, чтобы было углубление. Кладем вот так вот наше пятно. Вот. Запомните, правда, вот ягода, брусника, смородина, клубника, то есть ягодные пятна яркого красного цвета. Черника-то, кстати, тоже. Да. Левой рукой буду. Сейчас наливать, чтобы вам всем видно было. Так, вот так переставим чайник. Смотрите, я прямо... Ты все поближе, я сегодня... поближе ко мне. А я, чтобы ты подальше от меня. А то ты мне и так 2 пятна поставила. Это моя любимая футболка. Так, подождите, он закипел, Чайник товарищи. закипает. Итак, На всякий кипяток. случай я приготовила лимон, потому что лимон в этом деле тоже пригодится. Вот видите, закипает. Сейчас щелкнет кнопка. Опс, наливаем. Опс, ой, мамочки. Так, и льем. Так, да, смотрите, пожалуйста, что делается с пятном. Что Оно происходит? исчезает. Посмотрите. Нет, оно исчезнет совершенно до конца. Посмотрите внимательно. Так, вопрос прозвучал таким образом, что у нас Даша только что сама испачкала, извозюкала мне футболку. Ну, вот, А посмотрите если внимательно. пятно старое, нету. как Нет, Боже, подождите. кипяток Нет, совершенный. ну, действительно, дорогие телезрители, действительно, на наших глазах Ура, я спасла свою брусничное пятно на белой футболке полностью исчезло Да. просто от кипятка. Подождите, мы опять берем грузинский нож. И если вдруг остались последыши такие, знаете, бывают такие, мы отрезаем, как я люблю это слово, попку от лимона. И вот к этому пятну тоже прикладываем лимонный сок, он нейтрализует последние гадости. И еще раз кипятком. Вот теперь уже точно кислота не изменит. Вот всё. Ой, ну я, правда, как все просто, да, оказывается? Да, Всё но дело в том, что гениально очень просто. часто, когда ягодные пятна, люди хватаются и берут холодной водой. Покажи. Дорогие телезрители, покажите. вуаля! Ой, вообще Так женщине еще и это- на обратной стороне Ну да, удалилось всё. только дай, пожалуйста, я вообще все-таки ничего уберу, а то ты опять что-то поставишь. Ну, отлично,
Конечно, я думаю, всем взять бы на заметку такие, да, замечательные советы от нашей Марии. Девочки, ну а вообще, говоря о цветах, да, вот ваш любимый цвет? У меня вот, честно говоря, вот ты сказала про настроение, это совершенно точно про настроение, но один цвет я люблю совершенно определенно, это зеленый. Вот оттенки зеленого от натуральных А до ты знаешь, припудренных очень люблю. зеленый цвет – это цвет здоровья. Очень часто именно люди, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, им советуют вокруг себя, ну, чаще ставить зеленый цвет. И это ведь расслабляет и успокаивает зеленый цвет. Так скоро Новый год, елка прямо, что называется, нам сердце. Конечно. Настенька, а у тебя любимый цвет? Но мой любимый цвет, это, наверное, скорее всего, белый. Белый цвет, а это нейтральный, цвет спокойствия, и он разбавляет другие цвета, поэтому так конкретно сказать ничего не могу, да, про него. А вот у меня любимый цвет с недавних пор стал желтый. Вот я прям люблю желтый, наверное, многие об этом знают. Ну и, кстати, и туфельки у меня сегодня желтые. Я вот прям любитель желтой обуви, желтых палантинов. И, кстати, я вот не знаю, никогда не любила желтый цвет. Но вот последний год прям полюбила. И знаете что? Оказывается, это антидепрессант. Поднимает настроение, пробуждает интеллект, стимулирует работоспособность, а в зимнее время желтый цвет спасает от хандры. Вот так вот. Значит, надо Самое то. желтую елку. Ну, как, да, возможно. Желтую елку, зеленые стены. Нет, вообще это как, понимаешь, это как руководство к действию. Сейчас мы определим, кому какой цвет нужен, и такую цвета елку надо покупать. Девочки, обратите внимание вот на наши декорации. Голубой цвет. Вот кто бы мог подумать, что голубой цвет, оказывается, Вреден для здоровья. охлаждает пыл. Представляете? Ой, тут мы такие все Спокойные, уравновешенные, умиротворенные. спокойные. И наши декораторы не зря Никуда нас добавили не голубой рвет. цвет. И именно голубой цвет охлаждает пыль. Сиреневый включает воображение. Сиреневый у нас на экране был, Сейчас да? То красный. есть, глядя на... Ну, красный цвет... Вот сиреневый, смотри, якутюрье. Сиреневый. Значит, если хотим мы все-таки немножечко включить воображение, смотрим на сиреневый цвет. Перед собой Ну, а табличку красный якутюрье. цвет, конечно, все знают, стимулирует страсть. Посмотрите на меня, и мы уходим на рекламу. Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». Говорят, что противоположности притягиваются, гармонично дополняя друг друга. И следующая пара не исключение. Они вместе еще со студенчества. И у них двое замечательных детей. Давайте же скорее посмотрим нашу очередную историю любви. Спонсор рубрики «История любви» – компания «Металлторг». Помогаем строить счастье. Он кричит в микрофон и заряжает толпу. Она любит посидеть дома и вкусно готовить. Сегодня мы в гостях у семьи Егоровых. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как начиналась история вашей любви? Мы познакомились в 2010 году. Наша общая подруга отмечала День барабанных палочек 11 ноября. Я пришел со своим другом, а потом Майя со своей подругой пришли. Первое впечатление было такое, то, что он был очень разговорчивый. Болтливый на самом деле. Это меня, можно сказать, оттолкнуло, потому что я подумала, какой-то он слишком такой. Какой-то не такой. А мне наоборот понравилось то, что она, как-то в первое время на меня не обратила внимания, и я решил, что нужно за ней приударить. 2 недели, и мы уже поменяли статус ВКонтакте, тогда это было очень важно. Мы начали встречаться и через год сыграли свадьбу. 11. В вашем случае получается, что противоположности притянулись друг к другу. Да. В нашем случае получилось так, что Майя более спокойная, а я более экспрессивный. Как нас воспринимают окружающие люди, это я говорящая голова, а Майя это двигающая шея. Вот, Эдуард, ты весьма популярный ведущий МС у нас в республике. И в основном ты работаешь в вечернее время. Как относится к этому твоя супруга? Я отношусь к этому спокойно. Ночью я сплю. Могу проснуться, написать, где ты, как ты, все нормально. Он отвечает, да, все нормально, приду во столько-то.
Ну и обычно он всегда приходит в сказанное время. Ну, я к этому вообще никак не отношусь. Работа такая, что я, к сожалению, в вечернее и в ночное время, ну, я же не гуляю, а работаю. Вот наши друзья шутили то, что как повезло Эдику, у него... Он может в клуб ходить, и это легально. Я беру выступать, я иду выступать в клуб, и это как бы абсолютно нормально. А вот скажите, какой был самый запоминающийся момент в ваших отношениях? Самый запомнившийся момент, на первые роды мы не стали делать совместные роды, но на второй мы сделали совместные роды, и это было нечто. Я никогда этого не забуду. Вы правда решились на это? Потому что это немножко по-другому ребенка, и вообще супругу ты после этого как-то по-другому воспринимаешь. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру «Берите папочки» и узнаем, насколько хорошо вы знаете друг друга. Я задаю вопрос, вы одновременно на него отвечаете. Итак, первый вопрос. Готовы? Какие цветы любит Майя? Раз, два, три. Не попал. Ну не расстраивайтесь, теперь вы знаете, какие цветы любит ваша жена. Какой любимый предмет был в школе у Эдуарда? Ну, да я сам не знаю на самом деле. Ну, давайте вот это. Кажется, уже неправильно. Слишком Да. Раз, два, три. Я, наоборот, не любил математику. Я поступил в ИМИ, потому что у меня с математикой было плохо. Так, последний вопрос. Что вы любите больше всего делать вместе? Ну, не то чтобы любим, мы делаем это вместе. Ну, сейчас зима просто. Ну, практически. Ездишь. Я должен был написать на природу, но мы ездим очень много. Да, нормально. От спонсора нашей рубрики, компании Металлторг, мы хотели бы вам вручить сертификат на приобретение товаров для дома. Вот. Сейчас у них скидка 15% до Нового года. Как раз есть дом, дача, которую нужно обустраивать зимой. Спасибо вашей семье за такое замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе в этой же рубрике. Итак, добрый день, дорогие телезрители. Вы продолжаете смотреть «Город женщин», и сегодня мы говорим о красках. Так, наши дети дорисовывают рисунки несуществующего животного. А я сейчас, дорогие родители, вот мамы, папы, бабушки, дедушки, очень хорошо, что вы смотрите этот эфир. Это говорит о том, что вы заботитесь о своих детях и желаете своим детям все самое лучшее. А мы, в свою очередь, научим вас, как нужно учить английский вот в неформальной обстановке именно, да? Именно в домашней обстановке. Итак, значит, немножко еще хочу сказать пару слов о возрасте наших детей. Да? Как раз-таки возраст от 5 и до 10 лет считается самым сенситивным возрастом для обучения. То есть дети в этом возрасте, они впитывают как губка всю информацию, поэтому в этом возрасте желательно с ними заниматься английским, математикой, другими какими-то предметами, вот максимальным таким вот образом. В свою очередь, раннее обучение английскому языку в этом возрасте помогает перебороть языковой барьер. То есть, когда ваш ребеночек, он пойдет в школу, он уже будет себя уверенно чувствовать, он уже будет знать некоторые английские слова. Итак, прежде всего я хотела бы сказать, что существуют такие так называемые стишки-договорки. Да, стишки-договорки. Ну, наверное, это название говорит само за себя. То есть стих идет на английском, по-русски, да, и дети договаривают на английском языке. Итак, давайте начнем. Милена, садись, на меня посмотри. Okay, so let's start our lesson. Hello. Hello, hello, hello. Ребята, давайте, возьмите, пожалуйста, микрофон. Микрофон говорите, хорошо? Okay. Hello, Milena. Hello. Hello, Айта. Hello. Okay, so let's start our lesson. Мы сейчас начнем с вами учить такие очень-очень смешные стишки на английском, по-русски, да, и там будут такие некоторые английские слова. Хорошо. Так, ну все, готово? Да. Повторяйте за мной.
Учить цвета я стала. Учить цвета я стала. Цвет по-английски color. Цвет по-английски color. Молодцы, давайте еще раз все вместе. Учить цвета я стала. Цвет по-английски color. Молодцы. А теперь я скажу по-русски, а вы сами, значит, скажете нехватающее слово, хорошо? Учить цвета я стала. Цвет по-английски Color. color. Молодцы. А что это значит такое color? Цвет. Молодцы. Color – это цвет. Итак, продолжаем. Так как мы сегодня наша тема цвета, да, то мы будем сейчас учить название цветов по-английски. Настя, нам к вам на ковер можно? У меня сомнений нет. Красный цвет, конечно, red. Повторяем. У меня сомнений нет. Красный цвет, конечно, Red. Ну-ка, еще раз, давайте. У меня сомнений нет. Красный цвет, конечно, red. Да. Красный цвет, конечно, red. Так, давайте еще про желтый. Нет, лучше давайте другое. Мышка, маус. Повторяем. Мы маус. Кошка, cat. Кошка cat. Белый, white. Белый white. А черный, black. А черный black. Давайте все вместе. Мышка, маус, кошка, cat. Белый, white, а черный, black. Сможете сами? Я вам буду помогать. Итак, мышка, Маус. кошка, Cat. белый, White. а черный, Black. black. Молодцы, давайте все вместе. Мышка, маус, кошка, cat. Белый, white, а черный, black. Молодцы. Итак, для вас также, дорогие родители, вы можете... Очень важно во время обучения не только их грузить такими знаниями, да, потому что они пока слишком малы, очень важно с ними играть. Я приготовила такие шарики, да, но вы можете пользоваться карандашами. Да. Дети очень любят играть. Значит, смотрите, я сейчас прячу, девочки, я сейчас вот эти вот шарики спрячу. Угу. Так, я их прячу. А ваша задача, допустим, значит... Найти мячик. Значит, смотрите, я спрятала шарики здесь вот в руке. Угу. Так, например, Айта, выбери, пожалуйста, какой-нибудь цвет, выбери. Точнее, руку. Нет, не подсматривай, нужно выбрать. Так, значит, я тебе показываю цвет, и ты должна его назвать. Как это, Пан? Какой это цвет? Yellow, молодец, да? Так, теперь я мешаю. Сима, хочешь выбрать? Так, давай. Какой выбираешь? Молодец, давай громче. Red. Молодец, замечательно. Так, теперь Милена. Мешаю. Что же тебе там попадется? Какой цвет? Ну-ка, давай, выбирай. Какой выбираешь? Турун. Там везде есть цвета. Вот этот цвет? Да. Как у меня. Желтый. Как у нас желтый по-английски? Yellow. Молодец, Yellow. замечательно. Молодец, ну просто молодцы. Дорогие родители, очень важно своих ребят всегда хвалить. То есть нужно их больше хвалить, нежели ругать. Да? Вы у меня просто самые умные дети, молодцы. Так, а сейчас я спрячу еще цвета. Угу. Точнее, я вам дам на выбор эти цвета, а вы закрываете глазки. Сима, закрой, пожалуйста, глаза. Выбери вот здесь вот шарики, выбери любой цвет, какой хочешь. Ага, это какой цвет по-русски? Розовый. А ты знаешь, как будет розовый по-английски? Ага, микрофон. Какой цвет еще раз? Как ты? Розовый будет pink. Pink?
Ты когда-то слышал, была такая еще певица, да, Пинк? Наверное, ты слишком маленькая, не знаешь. Значит, запомни, розовый как у нас будет по-английски? Пинк, хорошо. Молодец. Мгм. Так, закрывай глаза. Выбирай цвет. Ага. Микрофон поближе, пожалуйста, дочь. Это у нас какой цвет по-русски давай? Это синий. Так, а синий по-английски как? Там было... Блу. Блю. Я почти вспомнила. Ничего страшного, ничего страшного. Итак, дорогие телезрители, мы сейчас с вами переходим к рекламе. Пожалуйста, продолжайте смотреть «Наш город женщин». Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир, и сегодня у нас красочный эфир. Мы говорим про пятна на одежде, про краски. И в начале нашего эфира мы дали нашим маленьким соведущим задание. Девочки у нас рисуют несуществующее животное. Вот их фантазия, конечно, нас порадовала, но для того, чтобы разобраться, что же означают их рисунки, мы пригласили в студию Надежду Тарабукину, педагога-психолога. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин. Ну и пока у нас ребятишки еще рисуют, вот вообще, насколько важно родителям контролировать рисунки своих детей? Это очень важно, потому что рисунки очень информативные, в частности для детей, потому что они не могут сами высказать, вот, рассказать, что у них в душе, грубо говоря, да. И это очень, нужно наблюдать во всяком случае, что у них случается в школе, в детском саду. Это все как бы отражается на рисунках. А вот с какого возраста и по какой до возраст? какой Да, и до возраст, какого да, возраста можно что-то по рисункам понять? До 4 лет мы смотрим, там каляки-маляки могут быть, да, мы смотрим на цвета. А вот с 4 лет мы уже смотрим на, вот я расскажу про расположение, про размеры, да. Вот на это уже обращаем внимание. Но рисуночные тесты очень информативные даже для взрослых. Что у нас То есть даже и взрослые практикуют? Да, что у нас приходит первая наша фантазия, если мы это рисуем, тоже это очень информативно. Кстати, такое Надо было бывает. нам тоже рисовать. Нет, кстати, такое бывает. Вот даже на наших сценариях я порой сижу и вот от нечего делать, но я почему-то все время рисую цветочки. У меня такое часто бывает. Вот где на газете или еще что-то, я все время рисую цветы. Цветы, у меня везде цветы. Это что-то Вообще значит? наиболее часто вот эти всякие на полях, это квадратики, треугольники, изогнутые линии или цветочки. Лица еще очень часто рисуют. Да. Глаза. Глаза. Вот цветочки, например, это может быть из-за волнения, да? Вы Да. вот тем, что вы рисуете, вы как бы выводите свое волнение, свое напряжение на рисунок. Это рисунок может быть, как-то не информативен, в принципе, но Для успокоения. Для успокоения. Вы порисовали, немножко сосредоточились, успокоились и все, забыли про этот рисунок. А у меня вот такой вопрос волнует. Допустим, мой ребенок рисует, да, я вижу там очень много рисунков. И какой самый такой рисунок, который говорит, сигнализирует вот, буквально вот Опасность что какую-то. опасность, Да. что волнение какое-то Да. психологическое. Один рисунок, который ребенок рисовал, в принципе, не информативен, да, потому что он может срисовать с компьютерной игры, он может срисовать с мультиков, да, то, что он увидел вот здесь и сейчас, потому что ребенок, он такой ситуативный, да, он рисует свое вот настроение здесь и сейчас. Нужно наблюдать, как бы, тенденцию. Вот вчера, сегодня, на той неделе, вот если вы наблюдаете какие-то вот Однотипные, да? То есть рисунки, рисунок, мне надо выявить, какой рисунок чаще всего да, какие повторяется. цвета А мы цвета? используем. Цвета. Можем посмотреть примеры рисунков, да? Да, давайте. Кстати, у нас есть примеры очень интересные, и да. вы нам можете подсказать. Если говоря о рисунках детских, там мы не смотрим именно какой цвет, мы смотрим на преобладание цветов. А здесь желтый, да? Здесь желтый, розовый, синий, зеленый. Это говорит о том, что у ребенка стабильное состояние эмоциональное, то есть у ребенка хорошее настроение, у ребенка, все в порядке в школе, в детском саду, возможно. да. Дальше. Вот здесь преобладает синий, да, цвет.
Холодные такие. холодный синий, холодный темный и зеленый. Это говорит о том, что у ребенка ситуативно какое-то настроение плохое, да, как-то он напряжен. Ну, может быть, что-то случилось, да. Если вы такое увидите, вы можете спросить, да, как бы интервью, что, ну, что у вас было в детском саду, что вы делали такое. Тебя да? никто не А с чем обижал, это да, связано? возможно? Почему вот синий считается таким цветом? Ну, это, ну, ребенок чаще всего использует, когда у него все хорошо, такие яркие цвета. А вот тенденция к темному уже говорит какой-то сигнал, да? Но это не говорит о том, что вы, если увидели какой-то такой рисунок, вы наблюдаете в следующий раз его рисунок. Обязательно надо, Это да. не сигнал, да? Дальше смотрим. Вот тенденция к преобладанию красных оттенков, это говорит о том, что у ребенка защитная реакция на что-то. Это агрессия, но у детей обычно это защитная реакция на что-то или на кого-то. Да. То есть у них может быть конфликт, который не разрешен, да, каким-то ребенком, может даже с воспитателем, учителем, да. И вы можете как бы спросить у учителя или у воспитателя, да, что у них случилось. Может быть, Не обидел ли кто-то да, тебя, вот. допустим, да? Не поругался ли ты с кем-то? отражается на А вот глядя на этот рисунок, у меня вот возникает вопрос. Вот зачастую, да, многие дети рисуют вот глазки, да, ну и вообще вот именно лицо черным цветом. Вот это, стоит на это обращать внимание или все-таки нет? Но ребенок, в принципе, рисует черным, потому что у него, ну, ассоциация черный, да, глаза черные. Это, в принципе, нормально. Нужно обращать внимание на размер глаз. Чем больше глаза пропорционально телу, тем больше вот у ребенка есть какой-то страх, у него какое-то волнение, да. То есть если Страх глаза перед большие, чем? Нет, значит... вообще, наверное, на пропорции в рисунке надо обращать Да, внимание. в принципе, да. И дальше. Последний рисунок. Ой, это уже вот. темные цвета, да? Вот этот Если страшный. ребенок, ну, в Ребенок, принципе, наверное, не умеет рисовать. А это не ребенок коллеги Валяйки случайно? нарисовал, ну, это может быть ребенка до 4 лет, да, 3 года, 4, 3,5. Мы смотрим на такой рисунок. Это может быть просто он, ну, как бы не получилось, он все закрасил, да, и мы тоже смотрим уже как бы следующий. Или до этого рисунка. А если тенденция такая, что вот 5 рисунков, вот напротив каждый день рисуют, понедельник, вторник, среда, четверг, и все вот такие? Это Как в фильме ужасов. Тогда вы уже начинаете наблюдать за своим ребенком. Надо отобрать на его краски. Поведение, да, на его, что у него творится в школе, уже начинаете интересоваться всё-таки более. что-то должно быть, есть. да? Или пересматриваете, что у вас происходит дома. Может, какие-то ссоры у вас были на почве, ну, не знаю, да, ну, начинаете вот так вот как бы наблюдать, из-за чего у него настроение меняется, да? Надежда, а подскажите, вот как часто нужно вообще ребенка, ну вот таким образом тестировать? Может ли это как-то, допустим, если чем чаще делаешь, тем навредить ему? Да, Или не всё-таки- может ли это быть навязчивым? Да. Ну, в принципе, ребенок сам по себе рисует часто. Вы можете это просто наблюдать, да? А вот конкретно методику, вот технику, которую мы сейчас используем, несуществующее животное, в принципе, тенденцию можно наблюдать, ну, раз в 2 недели. То есть раз в 2 недели можно своему ребенку давать задание. Да, Нарисуй мне и- несуществующее да. животное. Да, вот так вот дать задание. А если он будет одно и то же вместе с ним сесть рядышком и тоже рисовать, как бы это совместное уже. Ну, наверное, надо уже наших Деятельность. деток... Да-да. Протестировать, да? Ребятишки, вам надо сейчас будет... Мы с вами сейчас попрощаемся, и вы пойдете провожаем, да, вас. обедать. Хорошо? Да? Обрадовалась. Обрадовалась А мы Милена. еще немножко здесь побудем, хорошо? Хорошо? Все. Поэтому спасибо, оставляйте свои Спасибо большое рисунки. вам. Хорошо? Рисуночки только свои оставьте и идите. Все, дорисовали? Молодцы. Спасибо вам большое. Очень Замечательно. красивый, яркий Бегите рисунок. скорее туда. Карандаши пока собирать не надо. Пока-пока. Все, бегите. Вас там ждет вкусный и сытный обед. Замечательно. Ну что, давайте я вам помогу, наверное, немножечко и предоставлю вам рисунки, да? Так. Держите. Так, Там магниты есть, да? по одному, наверное, или сразу вывесим, да? Так, ну что, Надежда, рассказывайте. Так, мы, когда смотрим на бумагу А4, да, в основном у нас, мы смотрим на размещение рисунка на бумаге. То есть верхний, средний и нижний, да.
чем вот находится в среднем расположении, значит, у ребенка хорошее настроение, хороший эмоциональный фон, и у него адекватная самооценка, то есть восприятие самого себя. Чем выше, то это говорит о том, что ребенок фантазийный, ребенок как бы находится в своем мире. И это как бы не очень хорошо для детей, которые поступают в школу. То есть он не в реальности, он витает в своем мире, тогда нужно проходить подготовку, например, к школе. Да? Это когда рисунок находится в В верхней части. И когда нижняя часть, это говорит о том, что у ребенка занижена Подавленный, да? самооценка, он как бы подавлен, да, у него нету почвы, как бы уверенности в себе. Таких детей нужно хвалить, мы говорили, да, хвалить, дать понять, что у него есть поддержка, то есть родитель. Касаемо наших девочек, вроде у всех относительно центру, в середине, да? Относительно у всех размеры очень хорошие, да, и не большие, и не маленькие. Самооценка очень хорошая. Так, еще мы смотрим на размер. То есть, если слишком большой, это говорит о том, что ребенок избалован, у него эгоцентризм, который не помещается прямо на бумагу, да. Слишком маленький тоже говорит о низкой самооценке. То есть, если у него ухо или глаз вдруг вырез за рисунок, да? Бывают такие вот, голова только половина не Да, поместилась, да. ноги тоже не поместились, вот такой. То есть это не Матисс. Так, дальше мы смотрим на детали. То есть, если у них ноги, вот здесь мы видим ноги, да, вот здесь ноги. А если их нет? Если их нет, то есть у ребенка нету почвы. То есть он неустойчиво стоит на земле. Или ноги маленькие тоже, да? Да, если ноги пропорционально очень маленькие, тоже вот ребенок неуверенно себя чувствует. Если есть крылья, какие-то ресницы, это говорит о том, что ребенок, ему важно как бы мнение окружающих, чтобы Да вы что? И пообратите внимание, у У всех наших девочек крылья и это ресницы. характерно к девочкам, да, Да, потому что крылья есть у всех животных здесь, да? им И важно, реснички. чтобы их хвалили, им говорили, что это очень хорошо, что они сделали, да. И мы смотрим, самое главное, на какие-то острые детали. Если зубы, если щиты какие-то. Когти, да, еще рисуют. Когти какие-то, очень выпячивающиеся, да. Если таковые есть, это говорит о том, что у ребенка тоже защитная реакция на что-то. У наших него девочек? какой-то конфликт. У наших девочек такого не наблюдается. Вот это немножко маленькие такие рожки, это самозащита, защита просто, да, то есть Допускаю. допускается. Просто это говорит о том, что девочка может дать отпор. Если на него нападут, это в принципе норма. Здесь мы видим, это ушки, это приукрашено, все очень хорошо. В пределах И по цветам у нас, в принципе, у девочек нормальное Да, состояние, яркие да? цвета. Яркие цвета, темные отсутствуют практически, да? Здесь мы говорим о преобладании. Да? Преобладание. Если говорить о преобладании, то у нас очень хорошие подобраны цвета, которые говорят о том, что дети находятся в хорошем эмоциональном состоянии. То есть, в принципе, да, присаживайтесь, пожалуйста. Очень интересно, да? Да. Очень информативно. Вот, а скажите, мы продолжаем наш эфир, и до ухода на рекламу мы говорили на очень интересную тему. Мы говорили о том, как можно распознать состояние душевное ребенка только судя по его рисункам. Очень интересная тема, мы прям даже с девочками заговорились. И у нас в студии сегодня Надежда Тарабукина, педагог-психолог. Спасибо вам, Надежда. И вот ваши советы вообще родителям, да, по воспитанию детей, вот с точки зрения психолога. Если вы затрудняетесь, да, в интерпретации рисунков своих детей, то, в принципе, можно обратиться к специалистам. Заниматься самолечением, как и в медицине, не стоит. Лучше обратиться к квалифицированным специалистам-психологам.
Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, До свидания. До свидания. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И, дорогие телезрители, самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Не глянец». И сегодня Книжный очень полезная маркет, рубрика «В помощь родителям». Спонсор рубрики – торговая сеть «Книжный маркет». Все мы знаем возраст почемучек, и когда ребенок спрашивает, мы говорим, либо отнекиваемся «нет-нет», либо же родители пугают, просто ставят «вот тебя заберет там бабайка» или что-то еще. А здесь мы видим, что если какие-то очень жизненные ситуации, которые повторяются. Смотрите, что делать, если твоя кошка залезла на дерево? Что делать, если на улице очень холодно? Что нужно делать, если погода становится опасной? Что нужно делать, если ты чувствуешь, что тебя все обижают? Что делать, если с тобой никто не дружит? Что делать, если к тебе пристает незнакомый человек? Как избежать, как узнать, как не бояться просто, и когда ты ничего не можешь сделать? Не просто от незнания, а от своего бессилия. А вот это вот действительно эта книга, уважаемые родители, она входит в курс ОБЖ. Вы видите, что все экстремальные ситуации, они здесь обыгрываются. Гиппенрейтер, серия «Как учиться с интересом». Все мы знаем этот научный сухой язык, который читать, не только слушать, но и читать очень сложно. А здесь мы видим, как Юлия Борисовна Гиппенрейтер в очень удобном формате, она рассказывает родителям очень легко, приятно и полезно. И серии также это общаться с ребенком и как. В детском коллективе каждый ребенок себя чувствует, проходит период адаптации, будь то детский сад или школа. И здесь нам приходит эта книга. Тайная опора, привязанность жизни ребенка. Мы видим, как здесь вы будете своего понимать ребенка. Наши возможности, конечно, неисчерпаемы, но тем не менее мы можем просто купить, открыть книгу и познать что-то новое. Обратите внимание, я также показываю классические, популярные. Это «Развивай эмоциональный интеллект». Да? Это, конечно же, хит, наверное, продаж. Книга «После 3 уже поздно». Это также книга Гиппенрейтера «Общаться с ребенком и как». То есть на все периоды жизни, начиная от малышей до подростковой, до взрослой жизни, мы черпаем, мы учимся всю жизнь общаться со своим ребенком. Перед нами также интересное психологическое лото. Это лото я вообще-то открыла сама первый раз в жизни. Я вижу, посмотрите, очень твердый переплет, удобный формат, и мы видим, как можно играть в эмоциональное лото. Здесь мы видим, как можно выражать свои чувства. Например, вот следующее. Настало лето, и Света счастлива. А когда ты бываешь счастлив или счастлива? Буйно радуются, занятия кончились, впереди каникулы. Ура, каникулы! Чему ты буйно радовался? Это лото, оно, конечно же, разнообразит ваш мир, ваше домашнее общение будет от этого только выиграет. Ну и цена, по-моему, очень адекватна, поэтому я всем рекомендую купить психологическое лото. Замечательная рубрика «Не глянец». Каждый раз мы узнаем что-то новое. Что столько есть, полезного, да. Столько полезного, что есть в книжном маркете. Здорово. Ну а мы продолжаем наш эфир. Ну что, девочки, мы поговорили о цветах, о красках, даже о пятнах на ткани. И Тоже сегодня, ярких и красивых. говоря о нашей любимой рубрике «Лайфхаки от Маши», Маша, помнишь, мы в нескольких наших эфирах упоминали о том, что отныне некоторые из вещей, которые изготавливает Мария Куницкая, мы будем передавать в благотворительный фонд «СОС Дети Якутии». И это очень интересно, мне кажется, это очень полезно. И поэтому в студии сегодня мы пригласили волонтера проекта «СОС Дети Якутии» Елену Семенову. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Проходите, пожалуйста. Добро пожаловать в город женщин. Ну, про этот благотворительный фонд знают многие. Ну, возможно, кто-то слышит о нем впервые. Расскажите, что же за благотворительный фонд и как давно он появился? Наш проект существует с августа 2015 года. Мы собираем
через благотворительный аукцион деньги на помощь детям, нуждающимся в реабилитации, на операции. Очень интересно, через систему аукциона. Не каждый, наверное, сможет так понять легко. Да что же за система такая аукцион? Это вот вы проводите торги какие-то, да? То есть Да. что-то продаете, какие-то вещи? Аукцион у нас, принимаем лоты в WhatsApp, есть номер администратора, и в Директ. Любой желающий может подать любой лот. Хоть до еды, до тортов обычно бывает. То есть можно и продукты питания, да, и подделки различные. То есть мы находим вас через соцсети, да? Соцсети. Обращаемся к вам, передаем вам вещь. Далее какая процедура проходит? Лоты забирают только у вас. Мы просто как связываем вас и получателя лота, кто оплачивает. Деньги сразу переведут на деньги ребенка. На счет ребенка. На счет ребенка. И все. А как выбирают детей? Вот, Скажите, допустим, кому пожалуйста, предназначается? скольки детям вы уже помогли? И сколько в общей сумме вы уже собрали денег? Так, мы помогли уже 30 детям на сумму больше 14 миллионов рублей. Это вы Какие очень молодцы. замечательно, молодцы. При том, что девочки, они волонтеры, то есть вы просто от чистого сердца помогаете ребятишкам, которые нуждаются в помощи. Это очень похвально, молодцы. 14 миллионов рублей, представляете? Да. А вот как можно узнать, вот какому какие ребятишки получат помощь от наших лотов? У нас в странице всегда есть отчеты. Каждый день поступления расписывается. То есть все прозрачно, Да. все видно. Замечательно. Как здорово. Ну давай тогда, Машенька, расскажи, давайте, что да. же ты передаешь? Наверное, вы помните, что вот из джинсовых поделок мы делали всякие разные штучки-дрючки. В том числе была такая игра «Крестики-нолики», в которую можно играть с семьей, с друзьями, в каких-то, я не знаю, в очередях. Значит, ну вот у нас «Крестики-нолики». Это вот панно для крестиков-ноликов. Здесь расчерчены такие едва заметные линии клеточки. И вот мы играем, соответственно, два игрока делятся на крестики-нолики, выкладывают, как они хотят. Там крестик, нолик. Ну вот здесь у меня победили нолики. То есть вот таким образом. Подушечки — это игровые моменты. Нолик и крестик вот такие. Дорогие телезрители, обратите внимание на то, что это очень удобно, да, в дороге, там, значит, в парке, возможно, да, дома можно на украсить. пляже, в машине, когда, допустим, на заднем сиденье вы пристегнуты, ничего не поделаешь, можно разложить на коленках, поиграть. Больше того, вот я уже в той передаче, когда мы изготавливали эти, я говорила, что можно таким образом сложить ее, вот как подушечку завернуть, и использовать как раз-таки для автомобильной подушечки под шею. Вот завязываем. Здесь все handmade, так называемый, сделано своими руками. Вот мы завязываем. И можно положить под голову и вот, допустим, необходимо откинуться. отметить, что это эксклюзив. Да, в одном экземпляре в одном сделано. экземпляре. И наша подушечка слезоточилка. Антистресс. То есть выплакаться в нее, поговорить с ней, и потом понять, что все равно найдется кто-то, кто тебя любит. Потому что здесь такой есть презент. Здесь есть презент, который в виде сердечка. Вот мы достаем вот сердечко. Всегда есть любимый человек, любимый, и кто вас любит, что вы любимы. Надо всегда об этом помнить. Поплакать в подушку, положить ее, и хватит плакать. Елена, скажите, пожалуйста, вот в каких именно социальных сетях вас можно найти и как происходит процедура перевода денег? Вот как мне надо перевести деньги? Так, сразу у нас только страница в Инстаграме, соцсети Якутии. Деньги сразу после оплаты переводите. Там указан, наверное, да, номер? Да, реквизиты указаны. Сразу на счет ребенка, да? На счет ребенка. То есть это не проходит через вашу никакую организацию, да? То есть есть, значит, информация по ребятишкам нуждающимся, да? И, соответственно, мы переводим туда денежки, да? Ну, наконец, наверное, мы все-таки отдаем вам ваши лоты. Да. Пожалуйста, вручаем лоты. лично вам. И надеемся, Спасибо это большое. кому-то, Да, это конечно, кому-то. принесет помощь от города женщин, да, и, дорогие телезрители, желаете приобрести вот такие уникальные handmade вещи от Марии Куницкой, заходите на страницу в Инстаграм «Соцдети Якутии», приобретайте это. И самое главное, тем самым вы поможете какому-то маленькому чуду, которое нуждается именно... Причем остро нуждается. Очень нуждается в вашей помощи. Ну, я думаю, замечательная, да, вот финал нашего эфира. Спасибо большое, Спасибо что большое. пришли. Мы желаем Спасибо вам, большое. Елена, всего самого наилучшего. Вам и таким замечательным волонтерам.
И, конечно, пускай СОС, дети Якутии процветают И существует. и существуют. И дай бог вам единомышленников побольше. Всего доброго. Спасибо. Девочки, ну а я хотела бы вам предложить подойти ко мне сюда и кое-что сделать для того, чтобы завершить наш эфир яркими пятнами в нашей сегодняшней палитре, которую мы сегодня разложили с вами перед нашими телезрителями. Я слышала про такое цветотерапия, да? Да, мы сегодня тоже займемся. Быстренько выбираем, быстренько мы занимаемся тем, что сейчас мы будем с вами... Мы сегодня будем экстремальничать с цветом. Дети рисовали. Все мы разобрали по полочкам. У меня готово. У меня такая зеленая ладошка. А я выбрала розовый цвет. А я выбрала зеленый. А я красный. Потому что у тебя рубашка красная. Да. Ну все. Ну что, дорогие телезрители, Всё. на этом время нашего эфира подходит к концу. Красочного вам настроения. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока. Живите весело и ярко. Пока.